Живопись – это поэзия, которую видят. А поэзия – это живопись, которую слышат. Эти слова художника Руслана Хасханова, чьи работы сегодня будут представлены в Сирлабеттесе зрителю, и которые, несомненно, сегодня станут открытием для очень многих. Выпускник Академии имени Репина, параллельно Института мировой культуры, Руслан приобрел свой неповторимый, узнаваемый стиль в живописи. Живя в Норвегии и выставляясь на многих выставках в Европе, его работы получили широкое признание. Картина Хасханова находится в частных и государственных коллекциях и музеях Европы. Хасханов – мыслитель. Доминантой его жизнеутверждающей философии является фраза «Кавказ – центр духовности». Все, что выводится кистью Хасханова, лишь подтверждает его жизненную позицию. В смешении культур он смог не растерять свою духовную суть, ведь его работы, даже европейского содержания, несут в себе чеченский дух. В этом уникальность его творчества. Итак, герой программы Руслан Хасханов. Руслан, спасибо Марку Цукербергу, кириллическому Фейсбуку за то, что, хотя мы ругаем часто интернет, за то, что дал возможность познакомиться с вашим творчеством, с вашими работами. Благодаря интернету, никогда не видя друг друга и не видя в оригиналах, ни в наших музеях, мы имели такой шанс познакомиться с вашим творчеством. Очень хорошие работы, очень стильные работы. Что этому предшествовало? Вот как все начиналось? Начиналось все вообще с раннего детства. Сколько я себя помню, я все время рисовал, любил природу, вот. Учился в художественной школе, такое изъявил желание учиться в художественной школе, что когда меня заметили талант. И моя мать, она вообще с самого начала значит, меня поддерживала. Ее заслуга. Да, это абсолютно заслуга моей матери, то, что она все-таки давала такое внимание и поддерживала его, то, что я дальше продолжал, несмотря ни на что, даже период коллапса вот каких-то там и так далее, все равно она это говорила, то есть давай учись, иди и так далее. Вот, и таким образом эта поддержка, конечно, имеет большое значение для любого, кто начинает, или хочет стать художником или музыкантом, или терапевтом. Семья – это очень важно. Насколько я знаю, базовое уже академическое образование Питерской академии. Как вы оказались в Европе? Вообще, когда я учился в Санкт-Петербурге, вот, Репинской академии, да, и мы все время, Санкт-Петербург – это как окно Европы, вот, действительно, это так. И я первый раз оказался в Германии. То есть тогда мы ездили, делали выставки, вот, у меня такое желание было, потом вернувшись обратно в Санкт-Петербург, вот, все-таки уехать в Европу, там, значит, реализовать себя и как художник, потому что в то время дома было сложно, здесь, в принципе, ничего не было, чтобы где-то можно было реализовать себя. Вот. И те знания, которые я приобрел в академии, это все-таки огромные знания, которые мне хотелось там, уже в Европе, продемонстрировать, показать, на что я, что я умею, выставлять свои картины в галереях, в лучших галереях. Там постоянно происходят какие-то выставки, встречи, обмен мнениями и так далее. Там. Такая творческая жизнь, она бурлит там. Абсолютно. Европа, конечно, в Европе очень много всего происходит. И очень много художников с разных стран, которые тоже выставляют свои картины. Это вообще интересно для художника, когда ты можешь с разными национальностями выставляться вместе, и они выставляют картины, которые, то есть они написали, а я свои, и ты можешь себя увидеть, то есть в конце концов вместе с ними, с другими, и это скрепляет даже народы целые. То есть язык искусства – это язык межнационального общения. Даже судя по собственному опыту, считала, что между этой землей, между Даймохком и Новчей существует некая духовная связь. Все мы привязаны к этой, если не все,
то абсолютное большинство привязано к этой земле. Где бы мы ни находились, нас тянет сюда, мы возвращаемся сюда. Должно быть так, потому что это Богом данная нам земля, мы ее должны ценить. Вот как мать, когда остается наедине со своим ребенком, вот так мы должны любить свою родину. Вот такое ощущение. Но это может быть немножко или пафосно, или же может быть идеалистично, но это так должно быть, потому что когда ты видишь что-то неправильное, или бумага валяется, взял, поднял, выкинул ее в урну, это уже считается, что у тебя хороший иман. Это должно быть так. И отношение к своей родине, какая бы она ни была, что бы это ни было, нужно пытаться что-то изменить к хорошему, лучшему. И вот переняв, например, опыт с других стран, да, я в многих странах бывал, я вижу очень много хорошего, то, что они там сделали. И мне все время хотелось, вот так было бы лучше, если у меня было бы на родине. Вот, и без родины все-таки мы никто. Мы можем уехать в Индию, куда угодно, но все равно это не будет твое. Это невозможно. Вот этот вопрос, который у меня сейчас родился, я его задам в конце своей программы, я не буду спрашивать прямо сейчас. Я видела работу вашу, одну из ваших работ, оригинал в музее. Девочка, кстати, моя однофамилица, Алдамова, да? Вот расскажите о ней, о чем эта работа? Вот разные периоды. Вот это был период, когда я переживал, думал, а что же будет, если я чувствую, что я остаюсь уже потихоньку, все-таки 11 лет прошло в Норвегии. Думаю, и в мастерской разные картины пишешь. Вот. И вот у меня такая идея родилась. Вот Белла, это Алдамова Белла, это семья, которой мы дружим. Вот. У меня такая идея родилась написать ее портрет. И я ее, она с мамой была у меня в мастерской, и, в общем, думал долго, как бы ее написать. То есть, обычно портреты много пишут, да, а вот тут как-то нужно было какую-то интересную, уникальную идею. И у меня был такой старый ковер иранский. Я его и укутал, и этот ковер, и, значит, такой портрет придумал. Придумал такой старинный чеченский ковер из этого иранского ковра. И эта работа, там, значит, я хотел раскрыть или показать, что чеченцы, которые приехали на Запад, они не приехали ассимилироваться, они приехали туда интегрироваться. То есть у этого народа есть своя культура, мощнейшая культура, и этот народ должен сохраниться там. И, значит, вот эта девочка маленькая, этот ковер старый, орнаментика, поскольку я очень долго изучал орнаменты, то есть я знаю теперь, откуда происходят, какие орнаменты, значит, в начале, потом уже в конце у нас появились влияния, например, других народностей и так далее. И я хотел показать, в этом ковре это старый древний народ, а вот эта девочка, она беженка, но она вот, должна сохраниться, не пропасть. И вот там сзади пейзаж, который часть Норвегия, часть Чечня, там башни сломанные, вот это. И пришлось покинуть эту родину. Знаете, когда происходит взрыв, да, бомба взрывается, то осколки летят по всему свету, в смысле везде. И также вот беженцы чеченские, они как осколки этой войны. Последствия этого хаоса, по-моему, эта картина объясняет очень многое. Невозможно, вот я не знаю, есть люди, которые не задумываются о таких вещах, но я осознал и понял, что невозможно, живя где-то на Западе, вот, какая круто, то есть ты видишь, это их предки построили. Ну, а что мы? Мы же тоже должны что-то строить. Мы тоже должны иметь свое. И многие народы осознали, даже те же народы, которые странствовали по миру, а все-таки осознали, что нужно создавать свое где-то, свой угол. Руслан, что есть у них, нет у нас, и что они утеряли, а вот мы сохранили что-то, вот, если такие параллели провести. Я бы не сказал, что Запад это совсем плохо, а вот мы хорошие, да. Там, я увидел то, что на Западе, да, что там, значит, они утеряли свои традиции.
те фундаментальные, важные традиции, которые, на чем народ вообще должен строиться и жить. Вот они потеряли, теперь я чувствую, что они каким-то образом хотели бы это вернуть, но уже фактически не вернешь, потому что и даже когда при диалоге с ними, да, они уже как-то не понимают, то есть, что это такое. То есть нельзя вот так вот, можно интегрироваться, можно общаться, но нельзя забывать свое. Но имеется в виду хорошие традиции. У нас, может быть, есть какие-то плохие традиции, которые сегодня они вообще не актуальны. То есть можно было бы подгонять под время, отшлифовывать и как бы вот. Но в целом, конечно, на Западе очень много утеряно. Я вижу, это Марокко, это не Испания или это не Скандинавия, это Марокко. Когда я приезжаю в Норвегию, не чувствуется, не только в некоторых местах, в горах ты увидишь, что дух викингов, или что-то такое скандинавское, или пространство вот это в горах. А так вот традиции тут пытаются возрождать, и это очень правильно. Возрождать традиции свои хорошие, будь это, например, кухня, будь это, например, танцы наши, там, да, или изобразительное искусство. Хотя изобразительное искусство, я думаю, сегодня у нас не на самом первом месте. Внимание, я не вижу, что такое внимание было изобразительного искусства, потому что на самом деле у нас очень много талантов, которые могли бы и должны были реализовать себя. И ну, есть надежда. Многие думают, вот я сейчас уеду, например, на Запад, стану великим художником и так далее, да. Такие мысли должны быть, это хорошие мысли. Но я уже живу на Западе, знаю, значит, весь этот арт-бизнес и так далее. Очень много, конечно, обмана и хитросплетений, где смотришь, например, талантливый художник, который действительно должен был быть известен, да, миру, а он вообще там где-то на обочине, его никто не замечает, а тот, который вообще бездарь, скажем так, его там только о нем говорят. Но такие моменты, они связаны с вот этим нарушением баланса, духовного баланса на Западе. Потому что, наверное, это правильно, когда говорят, что на востоке солнце выходит, а на западе оно заходит. То есть все-таки какое-то холодное что-то есть. Идет такой прагматизм, наверное. Главное в погоне за всем этим не утерять собственное «я», не утерять свой духовный мир. А вот в некоторых твоих работах, там, где присутствуют какие-то сакральные вещи, например, надгробные камни. Вот я вижу такую картину, например, кладбище, да, все какое-то серого цвета, какой-то цвет камня свой, серо-коричневый, ну вот что-то такое. А в твоих работах то же самое, но везде где-то присутствует бирюзовый или голубой цвет. Что это такое? Я очень долго, период, когда я учился в училище в Махачкале, имени Джамала, училище имени Джамала, очень много экспериментировал и задумывался о моем стиле, каким я буду как художник. И очень много делал вот на основе орнаментики нашей, очень много экспериментировал. И цвет, и орнамент, и все, и так далее. То есть очень глобальную работу провел. Потом, когда я попал в Санкт-Петербург, и там дальше это продолжил, ну там более уже такой был совершенно другой подход. И вот я к чему это говорю, в том плане, что использование этих цветов и форм, и любовь к орнаментике и так далее, это все не просто так. Почему? Потому что мне все-таки хотелось, чтобы меня видели как чеченского художника. И я видел, то есть, несмотря на то, что у нас тут очень много потеряно, утеряно, и даже ковры, скажем так, да, вот раньше они были, орнаментика раньше была асимметричная, потом она стала симметричной. Это позднее влияние, например, татаро-монгольского нашествия и так далее. И вот это истинг, это все-таки это более раннее, это асимметричное было намного сложнее, намного красивее. И все это мы потеряли сегодня. И я потихоньку это как-то искал, восстанавливал, искал книги разные и так далее. И потом сам подключал, значит, свою интуицию и разрабатывал все это. Без этого невозможно, потому что все-таки это художник, вот цвета, которые есть, вот бирюзовые или вот такие, это мы как мусульмане. И это тоже я хотел показать. То есть с помощью этих цветов, да, мне хотелось выразить себя, вот именно, чтобы увидев, например, кто-то увидев работу, сказал, это Руслан.
Вот это его работа, что вот так. Это философия. Цвет – это философия, это чувство. Это не просто так. Вот люди думают, нет, написал художник, просто взял, вот написал, вот и все. Это же не просто так. Это столько нужно перебрать красок, чтобы найти этот цвет, который ты. И это все использовать в композиции, эти формы. Это глобальная работа, глобальнейшая работа. Это наша метафизика. Войнахская, чеченская. И это все над этим всем я работаю. И сегодня я продолжаю. А вот мистика, там, свет, который присутствует в моих работах и так далее, и это тоже связано, значит, и религия, значит, и вечность, мироздание. Вот такие, я люблю поэзию. Вот, и мы на самом деле, мы же здесь не навечно на этой земле. И мы должны оставить что-то хорошее после себя. И вот эти прорези, которые вы видите в пространстве у меня в работах, это иногда даже сложно мне передать, потому что я чувствую это. Не все можешь объяснить. То есть художник не все может объяснить. Оно получается, то есть у тебя появляется такая идея, или во сне, или так, и ты это все потом выражаешь на холсте. Хаос был, и так получилось, что очень многие наши драгоценные крупицы, они рассеяны просто по миру. Одно из самых важных, я считаю, моментов — собрать все эти крупицы, будь то артисты, будь художники, будь наши оперные певцы, которые когда-то вот получили прекрасное образование, они где-то развеяны по всему миру. Вот было бы замечательно, если бы все мы вернулись сюда, к своим истокам. Мой вопрос, который я держала в рукаве: есть ли желание вернуться домой, и вот что-то в этом роде? Абсолютно. У нас нет другой родины. У нас одна родина. И у каждого какие-то, значит, у каждого происходит по-разному. Кто-то раньше это осознал, а кто-то чуть позже поймет, а кто-то, может, вообще не поймет. Но вернуться на родину у меня лично есть, и я возвращаюсь на родину. И даже, может быть, я не получу того, что я имею сегодня на Западе, да, но тем не менее, у меня есть большая надежда на то, что я найду понимание здесь и смогу все-таки занять свое место, найти свою нишу и быть полезным здесь своему народу. Вот это мое единственное желание — служить своему народу. Вот, только в позитивном направлении. Но у каждого все это происходит по-разному, потому что люди, чеченцы, которые живут на Западе, да, прекрасные, талантливые, у нас сейчас учатся в университетах, в институтах, в разных заведениях. Прекрасные ребята есть, есть и те же, скажем так, интеллигенты, которые уехали, кто-то нашел себя, кто-то не нашел себя, кто-то до сих пор ищет. Но все равно многие, с кем я разговаривал, все хотят вернуться домой. Но это у каждого произойдет по-разному. Вот я сегодня осознал, я хочу вернуться домой. И это невозможно. Человек не живет, у нас нет двух жизней, у нас одна жизнь. Невозможно жить в Испании или здесь. То есть я для себя понял, что база моя должна быть дома. Ездить по миру, да, посмотреть, что происходит, например, мне как художнику, да, это необходимо вообще всем, не только художникам, всем. Потому что ты видишь, это полезно, и у тебя появляется более пространственное видение. Это очень полезно. Мне абсолютно, я получил большой опыт в этих поездках. Я преподавал в Южной Корее, жил там, я увидел прекраснейший народ, их традиции. Норвегия, Германия, там, Франция, да, и так далее. Еще, я помню, 20 лет назад ничего не было. Я ехал в 97 году через Грозный, из Ингушетии, мы в горах писали картины Эгикали.
И я помню вот эти башни, темные окна, такие безжизненные. Но это история. Там на этих башнях петроглифы и так далее, какая-то своя красота сохранилась, да? Удивительно. Потом после дождя эти камни приобрели очень благородный цвет такой. А когда я ехал через Чечню, это было, я никогда это не забуду, это состояние. Разрушенный город, мертвые, глаза смотрящие на тебя. Жуткое состояние, когда мы ехали в автобусе, этот водитель включил такую-то песню нашу старинную, и под эту музыку всю Чечню мы проезжали, это было просто, мы не должны повторять такую трагедию, не должно быть такое здесь. Ни один младенец, ребенок не должен плакать. Будем надеяться. Да. С помощью Аллаха у нас все будет хорошо в будущем. Иншаллах. Удачи тебе. Спасибо. Вам тоже.